Кыргызстан в период развитого социализма и в эпоху перестройки, период с 1964 по 1991 года. Рассмотрим два вопроса. Первый – Кыргызстан в период развитого социализма и Кыргызстан в эпоху перестройки. Общественно-политическая жизнь Турдакун Усубалиев. Реформы, начатые Хрущевым в 50-е и 60-е годы, начали терять свою актуальность и стимулирующие факторы. Наметились признаки экономического спада страны. Все более явной становилась несостоятельность выдвинутого партийного советского руководством СССР лозунга о широком построении коммунизма. В 1964 году Хрущев был освобожден с постов первого секретаря ЦК КПСС и председателя Совета министров СССР. Первым секретарем ЦК КПСС стал Леонид Ильич Брежнев, председателем Совета министров – Косыгин. Таким образом, в административно-командную систему страны пришло новое руководство. В этот период в стране повсеместно утвердилось верховенство партии, взявшей на себя функции непосредственного вмешательства во все сферы общественной жизни. Партийные руководители на местах превратились в единовластных наместников, послушно исполнявших указания из центра. В Кыргызской ССР партийно-правительственные бразды правления в 1961 году перешли к Турдакуну Усубалиеву. Ранее занимавший этот пост Разаков за активную деятельность по укреплению самостоятельности Кыргызстана и защите национальных интересов местного населения под разными предлогами и обвинениями был снят с поста и отстранен от деятельного участия в общественной жизни. В период развитого социализма окончательно сформировался и закостенел бюрократический аппарат КПСС, в руках которого была сосредоточена вся власть в стране. В республиках не только партийные и советские руководители, но и первые секретари обкомов, вплоть до директоров крупных предприятий, стали назначаться только через Москву. К примеру, вторыми секретарями Центрального комитета Компартии Кыргызской ССР, обкомов и даже отдаленных районов, а в некоторых случаях и первыми секретарями, назначались, как правило, лица русской национальности. Это порождало систему подбора каждым руководителем своих людей. В итоге бесконтрольного саморазвития партийной бюрократии число служащих партийного аппарата Кыргызстана с середины 60-х годов до середины 80-х выросло более чем в 1,5 раза. Пороки и изъяны партийно-государственного управления в условиях командно-административной системы внедрились и в общественные организации. В деятельности комсомола, называвшегося боевым резервом партии, утвердился стиль формализма, принятия поспешных решений, неуместной парадности, громогласных рапортов по самым незначительным достижениям. В эти годы инициативность комсомольских органов превратилась в пустую формальность, а вся деятельность осуществлялась под руководством партии. Такое же положение сложилось и в профсоюзных органах, несмотря на централизованные попытки поднять их общественную роль. Профсоюзы имелись во всех отраслях народного хозяйства, а с середины 60-х годов в Кыргызстане, как и во всей стране, профсоюзные организации начали создаваться и в колхозах. В 60-е годы в СССР, в том числе и в Кыргызстане, был проведен ряд мероприятий по повышению роли советов как государственных органов власти. Верховный Совет Кыргызской ССР в ходе социально-экономического развития республики в соответствии с требованием времени уделял этому вопросу значительное внимание, особенно в улучшении деятельности местных советов. Большой вклад в дело повышения роли советов внес работавший тогда председателем Президиума Верховного Совета Кыргызской ССР Кулатов. В условиях неуклонного развития партийной бюрократии советы лишь формально стали считаться высшим органом государственной власти, а их функции ограничились заслушиванием отчетов министерств и ведомств, советов народных депутатов об исполнении союзных и республиканских законов, рассмотрением жалоб и заявлений граждан. Для закрепления роли КПСС в общественно-политической системе СССР и обоснования сущности развитого социализма 7 октября 1977 года была принята новая редакция Конституции СССР. На ее основе, исходя из основных положений, была разработана и 20 апреля 1978 года принята и новая Конституция Кыргызской ССР. В этих основных законах в специальной статье утверждалось, что Компартия является руководящей и направляющей силой советского общества, ядром государственных и общественных организаций. Этим самым в стране узаконивалась абсолютная власть КПСС. На фоне этого оказалось совершенно недостаточным освещение положения советов в структуре государства и их роли как основы социалистического общества. Начиная с 60-х годов Совет министров Кыргызской ССР, имевший статус высшего исполнительного и контролирующего органа республики, начал уделять социально-экономическому развитию Кыргызстана больше внимания. Были предприняты активные действия по выполнению народно-хозяйственных планов, целевому исполнению государственного и местных бюджетов, отстаиванию интересов республики. В этом направлении большой вклад внесли такие государственные деятели, как Мамбетов, Сюембаев, Ибраимов, Дюшеев.
Начиная с 80-х годов наметился спад активности в деятельности стоявшего во главе исполнительной власти Совета министров Кыргызской ССР. 2/3 рассматриваемых им вопросов относились к каждодневным текущим делам. Совет министров ежегодно направлял в местные органы более 4000 постановлений, распоряжений, циркуляров, однако из-за отсутствия должного контроля большинство из них не выполнялось. Развитие промышленности. В 1965 году в стране началась реформа народного хозяйства. Эта реформа по имени ее инициатора, председателя Совета министров СССР Косыгина, была названа Косыгинской реформой. Начальный этап реформы заключался в том, что организованный по настоянию Хрущева Совет народного хозяйства был упразднен, восстановлены отраслевые министерства. В первые годы реформа дала хорошие результаты. Промышленность страны, в том числе и Кыргызстана, ускорила темпы развития. За годы 8-го пятилетнего плана 1966-70 года экономика страны испытывала небывалый уровень подъема. Для дальнейшего углубления реформы необходимо было еще радикальнее изменить производственные отношения. Вместе с тем, несмотря на успешное продвижение реформы в экономической сфере, в идеологии кардинальных изменений не произошло. Реформа, проводимая в условиях командно-административной системы, постепенно утрачивала результативность, снизилось ее активизирующее значение. Промышленность Кыргызстана в обстановке развитого социализма развивалась как органическая часть единого народно-хозяйственного комплекса страны. В 1965-85 годах национальный доход республики вырос в 2,7 раза, промышленная продукция в 4,5 раза. Из них отрасль машиностроения и обработки металлов выросла в 8 раз, а производство электроэнергии в 5 раз. В эти годы 60% валовой продукции, более половины национального дохода республики, приходилось на промышленное производство. Было построено 150 новых промышленных предприятий. Основное направление в комплексе народного хозяйства Кыргызской ССР стали определять такие отрасли машиностроения, как энергетика, цветная металлургия, машиностроение, электроника, электротехника, приборостроение, строительная индустрия. Было реконструировано или построено заново множество предприятий легкой промышленности, продовольственной и мясомолочной отрасли. Вместе с тем, в указанный период командно-административные структуры власти во многом недооценили значение интенсивного развития экономики и продолжали стратегию ее экстенсификации. В результате рост производства обеспечивался в основном за счет ввода в действие все новых и новых объектов. В начале 80-х годов 40% добываемого в Средней Азии каменного угля приходилось на долю Кыргызской ССР. Однако и эти показатели были достигнуты за счет экстенсивного развития промышленности. Рост энергетики Кыргызстана был обеспечен за счет строительства на Нарыцком каскаде, Уч-Курганской и Токтагульской ГЭС. К середине 80-х годов на гидроэлектростанциях республики в год вырабатывалось 11 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Одна из самых перспективных отраслей современной индустрии Кыргызстана, гидроэнергетика, сформировалась именно в эти годы. В общесоюзном распределении сфер деятельности важную роль имело производство в Кыргызстане сурьмы, ртути, редких металлов. Выработанная на Кадамжайском комбинате сурьма была признана на международном рынке эталоном качества. Высоко ценилась на мировом рынке и продукция Хайдарканского ртутного комбината. В 70-80-х годах цветная металлургия вышла в промышленности республики на первое место. За период с 1970 по 1985 года производство цветных металлов увеличилось более чем в 2 раза. Эта продукция экспортировалась в 40 стран мира. Только в 1985 году завод сельскохозяйственных машин выпустил 32 тысячи пресс-подборщиков. Эта продукция шла более чем в 50 государств. В области машиностроительной промышленности Кыргызстан вышел на первое место среди республик Средней Азии. В 11-й пятилетке 1981-1985 года более 50% валовой продукции республики производили машиностроительная и металлоперерабатывающая отрасли. С развитием промышленности в республике вырос и окреп рабочий класс. Если в 60-м году во всех отраслях народного хозяйства Кыргызстана трудилось 310 тысяч рабочих, то к 85-му их число превысило 866, что составило рост в 2,8 раза. В итоге в социально-классовой структуре республики, начиная с 70-х годов, рабочие вместе с семьями составляли около 58% всего населения. Из них занятые в промышленности составляли 31%, остальные работали в сельском хозяйстве, строительстве, транспорте, связи, сфере обслуживания и так далее. Сельскохозяйственное производство. В свете выдвинутых самой жизнью проблем директивной вехой в стратегии развития сельскохозяйственного производства страны во второй половине 60-х, первой половине 80-х годов стал мартовский 1965 года пленум ЦК КПСС. В соответствии с требованием времени на этом пленуме было принято постановление о неотложных мерах по дальнейшему подъему сельского хозяйства СССР. В постановлении давался анализ состояния дел в сельском хозяйстве в свете начатой в стране экономической реформы, были вскрыты основные причины отставания этой отрасли и поставлены задачи по разработке долгосрочной комплексной программы ускоренного подъема сельского хозяйства.
Решения пленума впоследствии развивались и дополнялись на съездах КПСС, постановлениях партии, советского правительства и союзных республик. Для претворения в жизнь комплексной программы подъема сельского хозяйства из национального дохода были выделены увеличенные по сравнению с предыдущими годами средства. Как и по всей стране, финансированию сельской отрасли Кыргызстана уделялось повышенное внимание. Например, в 1966-1975 годах для сельского хозяйства республики из государственных и колхозных средств было выделено 2 миллиарда 586 миллионов рублей капитальных вложений, а в следующие десятилетия 4 миллиарда 33 миллиона рублей. Эти средства были использованы для укрепления материально-технической базы сельскохозяйственного производства. Результаты не замедлили сказаться. В 1985 году в Кыргызстане на каждое хозяйство приходилось по 72 трактора, 36 грузовых автомобилей, 20 комбайнов. Энергетическая мощность сельского хозяйства по сравнению с 1965 годом выросла в 5 раз. Никогда еще сельское хозяйство не получало такого мощного технического вооружения. Машино-тракторные парки совхозов и колхозов республики были обновлены новой и производительной техникой. Принимая во внимание огромную важность мелиорации земель в условиях Кыргызстана, на эти цели республике было выделено из государственных и колхозных средств, соответственно, 1,3 миллиарда и 130 миллионов рублей. Это было в 5 раз больше, чем за 40 предыдущих лет. В итоге целевого использования выделенных средств были построены и введены в эксплуатацию новые оросительные системы, крупные гидротехнические сооружения, приспособленные для хранения и рационального использования водных ресурсов. В систему орошения добавочно вошло 224 тысячи гектаров пахотных земель и 1789 тысяч гектаров пастбищ. Площадь поливных земель превысила 1 миллион гектаров. В Кыргызстане впервые по стране в орошении земель была использована автоматизированная система водораспределения. В развитии производственных отношений в сельском хозяйстве важную роль сыграло введение 8-й пятилетки гарантированной оплаты труда колхозников и установление в 9-й пятилетке новой формы хозяйствования хозрасчета. Однако все эти нововведения, разработанные в условиях административно-командной системы, быстро утрачивали свою действенность, более того, в некоторых случаях становились дополнительным препятствием в развитии производства. Капитальные вложения в сельскохозяйственное производство, меры по развитию ее производственных отношений положительным образом сказались на увеличении валовой продукции сельского хозяйства республики. Но экстенсивный характер развития сельского хозяйства в условиях плановой экономики, постоянное ограничение новых методов организации производства со стороны административно-командных структур и, самое главное, недостаточная заинтересованность трудящихся в развитии этой сферы привели в конечном счете, особенно последние десятилетия, к прогрессирующему спаду сельскохозяйственного производства в целом. Себестоимость основных видов продукции сельского хозяйства приобрела стойкую тенденцию к удорожанию. В период с 1965 по 1985 года в хозяйствах республики себестоимость центнера пшеницы, хлопка, картофеля, табака выросла в 2 раза, овощей и фруктов в 5 раз. Это явление было присуще и животноводству. В условиях командной экономики и особенно в годы 11-й пятилетки сельскохозяйственное производство впало в глубокий кризис. В 1985 году 60,6% колхозов и совхозов были нерентабельны. Долги хозяйств государству росли из года в год. Второй вопрос. Кыргызстан в эпоху перестройки в период с 85 по 91 года. Общественная политическая обстановка, пробуждение общественного сознания. К середине 80-х годов стало очевидным, что СССР окончательно увяз в экономическом, социальном и политическом кризисе, а принципы командно-административного управления перестали соответствовать новым требованиям времени. Внутренний кризис в стране сопровождался и усугублялся внешнеполитическим кризисом в мировой политике. В общей системе социализма авторитет и значение СССР резко пошли на спад. В этой обстановке генеральным секретарем ЦК КПСС 11 марта 1985 года был избран Михаил Сергеевич Горбачев. Хорошо понимая, что жить и работать по-старому невозможно, Горбачев на апрельском 1985 года пленуме партии предложил реформаторские пути решения основных вопросов общественно-экономической жизни страны. Пленум провозгласил новую стратегию социально-экономического развития страны. В целях искоренения коррупции в партийно-правительственном руководстве ряд апологетов брежневской политики был отстранен от власти. На их место пришли люди с новым мировоззрением. Обновление партийного руководства прошло по всей стране. В 1985 году Турдакун Усубалиев, более четверти века возглавлявший Центральный комитет Компартии Кыргызстана, был снят с поста. На его место избран Абсамат Масалиев. На январском 1987 года пленуме ЦК КПСС Горбачев провозгласил новую политику гласности. Средства массовой информации сначала выборочно, а затем полностью начали освещать вопиющие недостатки во всех сферах общественной жизни. В 1988-89 годах в СССР, в том числе и в Кыргызстане, возникла новая ситуация.
Если до этого перестройка осуществлялась сверху по инициативе органов власти, то теперь ее проводниками стали низы, активно действующие народные массы и общественные организации. Ускоренными темпами проходил процесс политизации общества. В Кыргызстане возникали первые дискуссионные и политические молодежные клубы, члены которых горячо обсуждали актуальные вопросы общественной жизни и открыто выражали свое мнение. В условиях роста политической активности населения Кыргызстана и возрождения национального самосознания Верховный Совет Кыргызстана, еще находившийся под полным контролем Компартии Кыргызстана, принял 23 сентября 1989 года закон о государственном языке Кыргызской ССР, в котором кыргызский язык определялся государственным языком. Русский язык был определен как язык межнационального общения, а также были даны гарантии обеспечения свободного развития языков других национальностей, проживающих в республике. Принятые 12 декабря 1989 года на внеочередной 22-й сессии Верховного Совета СССр законы об изменениях и дополнениях Конституции, основного закона СССР и о выборах народных депутатов создали условия для кардинальной перестройки государственной системы страны. На основании этих документов впервые в СССР, согласно волеизъявлению народа, органом высшей власти был утвержден Съезд народных депутатов СССР. Исходя из положений нового закона о выборах, были внесены изменения и в избирательную систему. Определен 5-летний срок избрания во все органы Советов. Установлен порядок выдвижения кандидатов в депутаты по месту их работы или жительства на общих собраниях, конференциях. Кроме того, количество лиц, выдвигаемых кандидатами в депутаты по избирательным округам, не ограничивалось. Это давало возможность проводить выборы на альтернативной основе. В феврале 1990 года были проведены выборы в Верховный и местные советы Кыргызской ССР. Это были первые альтернативные выборы в истории Кыргызской республики. Во многих избирательных округах на одно депутатское место регистрировалось более 2 кандидатов, и выборы проходили в 2 тура. Однако в тех округах, где кандидатами выдвигались партийные и государственные руководители, выборы прошли по старым правилам, без альтернативы. Это привело к тому, что в некоторых округах представители партократии вообще не были избраны. После проведения демократических выборов депутатский корпус республики претерпел существенные изменения. В Советах стало больше грамотных, опытных людей, знающих нужды и чаяния избирателей. В результате роль и активность Советов значительно повысилась, более конкретными стали их деятельность и решения. Хотя 90% избранных в Верховный Совет депутатов составляли коммунисты, партийное руководство уже не могло, как прежде, навязывать Советам свое мнение. На апрельске 90-го года первой сессии Верховного Совета Кыргызской ССР первый секретарь Центрального комитета Компартии Кыргызстана Абсамат Масалиев был избран председателем Верховного Совета Кыргызской ССР, став таким образом главой государства. На сессии были выдвинуты предложения по определению конкретного круга прав государственных ветвей власти, а также по введению в республике президентского правления. Проходящий в феврале 1990 года пленум ЦК КПСС выразил согласие об изъятии из Конституции СССР 6 статьи, утверждавшей руководящую роль партии в советском обществе. В марте этого же года Третий съезд народных депутатов СССР аннулировал это положение. В соответствии с этими вышестоящими решениями сессия Верховного Совета Кыргызской ССР приняла постановление о ликвидации 6 статьи Конституции Республики. Таким образом, в стране, в том числе и в Кыргызстане, был открыт широкий путь для политического плюрализма и многопартийности, являющихся основными признаками демократического общества. Экономика в годы перестройки. Перестройка экономики страны ознаменовалась переходом к экономическим методам управления. В результате этого расширились самостоятельность предприятий и сельскохозяйственного производства. Начал осуществляться переход к полному хозрасчету на основе самоуправления, самофинансирования и самоокупаемости. В 1986 году на эту форму хозяйствования перешли 125 предприятий и объединений, производящих 70% промышленной продукции республики. В них было занято более половины рабочей всей промышленности Кыргызстана. Начиная с 1987 года перестройка охватила и другие отрасли народного хозяйства республики – строительство, транспорт, связь, торговлю и так далее. Июльский 1987 года пленум ЦК КПСС принял директивное постановление о радикальном реформировании экономики страны. Основной задачей перестроечной реформы был провозглашен окончательный переход от командно-административного управления к методам экономического стимулирования хозрасчета и личной заинтересованности трудящихся. Однако, вопреки поставленным целям, главный вопрос о введении различных форм собственности на средства производства был оставлен открытым. 28-й съезд ЦК КПСС и Октябрьский 1990 года пленум ЦК КПСС, рассмотрев перспективы, приняли решение о дальнейшем развитии экономической реформы и конкретные направления перехода к рыночной экономике. Этот документ был всесторонне рассмотрен руководством Кыргызстана. Однако в вопросах ликвидации государственной собственности и построения многоукладной экономики правительства республики избрало позицию осторожности и выжидания.
Для законодательного утверждения перехода народного хозяйства Кыргызстана на рыночную экономику 7 августа 1991 года был принят закон об общих началах разгосударствления, приватизации и предпринимательства в Кыргызской республике. В этом документе в целях активизации и усиления предпринимательской деятельности в республике были определены пути преобразования государственных и коммунальных предприятий в арендные, государственные, акционерные и коммерческие общества. С переходом на экономические методы управления местные партийные органы постепенно начали отстраняться от непосредственного руководства народным хозяйством. В результате того, что руководители стали избирать на альтернативной основе сами коллективы трудящихся, партийные органы на местах все больше утрачивали возможность вмешиваться в экономическую жизнь и становились сторонними наблюдателями. Но в основном реформа по переводу народного хозяйства страны на экономические методы управления проводилась без изменения экономической системы и в тех же командно-административных рамках. Промышленность Кыргызстана стала впадать в глубокую депрессию. Основной причиной было то, что в результате проводимой в СССР политики единого народного комплекса предприятия страны были кооперированы. Для производства готовой продукции республики должны были поставлять друг другу сырье, полуфабрикаты и запасные части. Но с началом распада Союза договорные обязательства, дисциплина взаимопоставок и межрегиональные связи разрушились. Недолго просуществовал и бартерный обмен. С этого времени кризис промышленного производства обрел ускоренный процесс. Построенные с большим трудом и затратами предприятия подвергались разрухе и расхищению. Особенности перевода сельского хозяйства республики на рыночные отношения. Для скоординированной реформы этой важной отрасли народного хозяйства необходимо было создать прочную законодательную основу. С этой целью в 1986-90 годах были изданы соответствующие законы о земле, аренде, земельной собственности, землепользовании и другие. Наряду с прежними колхозами и совхозами были разрешены и другие различные формы и методы ведения хозяйства. На новых экономических принципах узаконены крестьянские хозяйства, кооперативы, бригадный подряд, аренда. Все эти виды хозяйствования строились на принципах хозрасчета и самофинансирования. В производстве продукции и ее реализации установились отношения свободной конкуренции. Для повышения оперативности управления сельским хозяйством в республике 7 министерств, такие как сельского хозяйства, мясо-молочной, пищевой промышленности, сельского строительства и другие, были преобразованы в Государственный агропромышленный комитет Кыргызской ССР. В 1987 году в ведомство комитета входило 178 колхозов, 291 совхоз, 43 межхозяйственных и других сельскохозяйственных предприятий. Кроме того, ему были переданы 6 предприятий по переработке сельхозпродукции, 104 предприятия пищевой промышленности, 142 организации сельскохозяйственного строительства. В результате планирование, финансирование и управление сельским хозяйством стало более упорядоченным и централизованным. Прежний управленческий аппарат был сокращен наполовину. Для исправления положения в сельском хозяйстве государство в 86-90 годах покупало произведенную сверхплана продукцию на 50-100% дороже. Было разрешено 30% произведенной продукции реализовывать на рынках и в потреб кооперации. Кроме этого, в систему сельского хозяйства ввели коллективный и семейный подряд на хозрасчетной основе. В 1989 году 90% отделений колхозов республики работали на арендном подряде. Эти меры способствовали существенному подъему экономики ряда хозяйств. Вместе с тем, народ, привыкший в условиях командной системы к постоянной опеке, на первых порах довольно настороженно относился к свободе самостоятельного ведения хозяйства, а руководители коллективных хозяйств не видели целесообразности в арендных отделениях и для выполнения плана старались не дробить устоявшуюся систему хозяйства. В 1988 году был принят закон о кооперации. Согласно этому документу, всем желающим вести самостоятельное хозяйство предоставлялась полная свобода. Начали создаваться экспериментальные кооперативы, прообраз крестьянских и фермерских хозяйств. В 1990-91 годах лишь некоторые инициативные сельские жители отважились взять в аренду землю, технику, долгосрочные кредиты и образовать самостоятельные крестьянские и фермерские хозяйства. На 1 января 1991 года в республике было 4567 таких крестьянских и фермерских хозяйств. В среднем на такое хозяйство приходилось по 2 коровы, около 143 коз и овец, 3 лошади. Однако в условиях социалистического хозяйствования такие формы, как кооперативное, фермерское, крестьянское производство в полной мере развиться не могло. Развитие культур нового времени. Народное образование и культура. Глубоко понимая роль общего школьного образования в повышении культурного уровня населения, партийно-государственное руководство поставило задачу перехода к 8-й пятилетке на всеобщее обязательное среднее образование с окончательным завершением этой реформы в период 9-го пятилетнего плана.
Для предотвращения этих заданий в жизнь в Кыргызстане была начата широкомасштабная деятельность по укреплению материально-технической базы общеобразовательных школ. В 1966-1985 годах в республике было построено 859 школ на 756 тысяч учеников. В Кыргызстане в период 89-90 учебном году было 10 высших и 48 среднеспециальных учебных заведений, 205 тысяч студентов, из которых 94,5 тысячи учились в вузах. В 80-х годах высшие учебные заведения в год выпускали в среднем около 10 тысяч специалистов, а среднеспециальные учебные заведения – около 14 тысяч. Неизменно повышающаяся роль и значение науки особенно возросли в 1964-90 годах. Интенсивно развивались технические, физико-математические, горнорудные, химические, биологические, обществоведческие отрасли. Основные усилия ученых были направлены на интенсивное привлечение в народное хозяйство природных и общественных ресурсов республики, на рациональное и результативное их использование в интересах народа и государства. За успехи в научных исследованиях и достижениях подготовки кадров Академия наук Кыргызской ССР в 1975 году была награждена Орденом Дружбы народов. Литература и искусство. Творческая интеллигенция на ниве литературы и искусства в эти годы продолжала вносить свой вклад в повышение духовного потенциала республики. В середине 60-х годов более 30 мастеров художественного слова пополнили ряды Союза писателей Кыргызстана. Большую популярность обрели произведения Абдулкасымовой, Буларкиевой, Дяникеева, Кожомбердиева, Байджиева, Сарногоева и другие. В связи со столетним юбилеем великого акына кыргызского народа Токтагула Сатылганова в 1965 году была утверждена государственная премия имени Токтагула Сатылганова. Впервые она была присуждена Токамбаеву и Абдымамунову. В этот период достигло своего апогея творчество замечательного советского писателя Чингиза Айтматова. Его произведения были изданы более чем на 50 языках мира тиражом 8 миллионов экземпляров. Он дважды, в 1962 году за роман «Прощай, Гульсары» и в 1983 году за роман «И дольше века длится день», удостоен звания лауреата Государственной премии СССР. В 1978 году Айтматову присвоено звание Герой социалистического труда. Начавшееся формироваться еще в 50-х годах кыргызское киноискусство в 60-80-е годы заявило о себе ставшими известными мировому кинозрителю фильмами «Ранние журавли», «Зной», «Выстрел на перевале Караш», «Алые маки и Сыкуля», «Лютый», «Красное яблоко», «Белый пароход», «Улан», «Волчья яма» и другие. Эти кинофильмы на всесоюзных и зарубежных кинофестивалях завоевывали престижные премии. В развитие кыргызского киноискусства внесли большой вклад талантливые режиссеры Убукеев, Океев, Шамшиев, Базаров, Садырбаев, известные артисты и артистки Чокморов, Рыскулов, Джумадылов, Кадыкеева, Куюкова, Турсумбаева, Бишиналиев, Кумушалиева и другие.